28 и по 30 мая в Екатеринбурге состоялся первый Уральский форум национальных оркестров России. Принял в нем участие и наш Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан. Об итогах этого форума поговорим с нашим гостем. В гостях у нас художественный руководитель НОНИ Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Башкортостан Ленар Давлетбаев. Ленар, доброе утро. Доброе. Ленар, ну вкратце, что это был за форум? Что вы там делали? Чем занимались? Форум, на котором встретились ведущие оркестры, русские народные оркестры, национальные, народные. Национальные, не русско-народные. Не только русские. Да. Встретились в городе Екатеринбурге, выступали, обсуждали проблемы, как дальше жить, что будем делать. Как сохранить национальную культуру. Да, как сохранить, как развивать и как сделать так, чтобы было это еще интереснее людям, чтобы это все развивалось и процветало. То есть это некий такой обмен опытом, да, и обсуждение насущных проблем. Да. Ну и самая главная проблема какая выяснилась? У всех есть ли такое, что у каждого региона своя или нет? Нет, у всех фактически всегда одна и та же проблема. Это сделать так, чтобы как можно больше на вас ходили зрители, и чтобы это всем нравилось. То есть это вот самое. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы зритель был. Для того, чтобы зритель приходил на время концерта, забывал о суете, о бытовых каких-то проблемах. И вспомнил про свою культуру. Да. Ну, было же чем похвастаться нашему Вы не представляете, оркестру, да? как было гордо. То есть я там был на форуме, вначале доклад читал, затем это был круглый стол, обсуждение проблем, разговоры. В течение 2 дней выступали 4 оркестра. Это Екатеринбург, самый ведущий топовый коллектив оркестр радио телевидения Новосибирска. Да. Интересное название. Да. У нас в России 2 оркестра радио и телевидения. Это Осиповский в Москве и радио и телевидение в Новосибирске. И вот как раз был с Новосибирск коллектив, Ульяновск, Белгород. И когда ты сидишь на всех этих концертах, когда ты слышишь после их концертов обсуждение всего того, что было, то, что нужно делать, и когда мэтры дирижируют, а тебе еще на следующий день показывать класс, ходишь и волнуешься, честно говорю. Я очень волновался, но когда я уже стоял на сцене, дирижировал, спиной чувствовал, как мы их всех задели. То есть, Произошли. Да, было очень приятно, столько отзывов. То есть приятно, когда тебе ведущий дирижер, один из самых старейших возрастных дирижеров, носитель именно русской оркестровой народной школы, это Гусев, выходит после форума такой: молодец. То есть это как вот, Юль, Усейн Болт тебе после забега вот так вот ручку пожмет. Да, это очень приятно. Это как Познер подойдет и скажет: хорошее интервью. Да. Слушайте, ну здорово. Ну а какой-то плоды какие-то это дали? Вот этот вот форум, обсуждение, вас отметили? Взяли на заметку. На заметку как-то, я не знаю, пригласили? Нас пригласили планы? на фестивале, с сольными программами. Меня пригласили дирижировать. В общем, это большой опыт, и мне очень понравилось то, что восхищались нашей программой, нашей музыкой. Наш Курай, как всегда, всех удивил. То есть можно сказать, что наш оркестр, передовой оркестр всем оркестрам? Да. Здорово. Какие планы вообще у нашего оркестра? Что вот дальше? Вот Когда фестивали. услышать НОНИ в Уфе и в республике? Сейчас, тем более, учитывая, что лето, жара, во время отпусков. Вообще, я хотел бы сказать то, что у нас очень плотный выдался график в мае и в апреле. У нас вышел клип, который я обязательно вам пришлю, на БСТ покажете. Обязательно. Вот. Затем очень много было гастролей, очень много интересных концертов. У нас в мае была первая кантата, которую написала Алина Ахметова в память о ветеранах Второй мировой войны. В июне у нас очень много гастролей. Ну, фольклориада, конечно же, которая даст... В начале июля. Да, то есть очень много всего. Осенью у нас большие гастроли по России. Нет времени спать. Поэтому нет времени спать и отдыхать, приходится постоянно работать час. После отсюда сразу на репетицию. Ну, почти, да. Завуалируем это так. Слушай, ну, это клево на самом деле. То, что и по России поедете осенью, это значит, будет... Это как раз-таки вот дала вот эта вот встреча с дирижерами оркестра? Нет, у нас запланировано уже давно? Да, нас, слава богу, уже знают в России. И
Но мы уже объездили очень много городов в России. Ну, скажи, что больше всего вызывает диковинку? Все-таки же это национальный оркестр. Вот катаясь по России, выступая в других городах и регионах, что вот, больше всего удивляет людей, когда вот они смотрят на оркестр и слышат какие-то вот звуки Курай, незнакомые? кубыс, горловое пение, думбара. Ну и у нас и материал очень интересный, то есть он и передающий древнюю нашу культуру, да, то есть Этнику. это да, нет, именно вот древние наши, старые наши песни, зонкёй, вот, наши песни. Они интересны, может быть, они менее интересны нам, да, здесь, нам в эфире. Более привычно. Да, потому что для нас это как бы естественно. А вот когда, простите, когда мы выступаем в городе в каком-нибудь, да, в России, это всегда вызывает очень большой интерес и эмоции. А у нас это вызывает настоящую гордость за наш оркестр национальных инструментов Республики Башкортостан. И мы желаем вам отличных гастролей. Ждем и в городах республики, и удачно съездить в города нашей большой необъятной Спасибо. страны. Да. И, друзья, Приходите на да, концерты. Приходите. Посещайте концерты, пока есть такая возможность, сделать это недорого. Потому что в скором времени, я думаю, ребята как выстрелят, и потом не увидим их вообще в республике у нас. Ленар Давлетбаев был у нас в гостях, художественный руководитель Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан, ну и по совместительству, слава тебе Господи, наконец-то заслуженный артист Республики Башкортостан. Ленар, спасибо большое.